Всем привет, и дорогие друзья! Добрый вечер, как говорится. Это видео снова будет такое небольшое общение, небольшой такой влог со мной вместе. Маши снова нету. Маша снова уехала в город Сыктывкар. Я снова один дома. И вот решил такое видео записать небольшое. Сегодня будет у нас, друзья, распаковка. Получили гостинцы, вот такая посылка, коробочка, вот видите, да? Получили гостинцы из далекой Великобритании или Англии, как правильно сказать, ну, Англия, да. Там живут наши уже хорошие знакомые, ну, они нас узнали из Ютуба, и уже довольно-таки, сколько лет-то уже, наверное, 3 года это точно, может даже я ошибаюсь, может даже и побольше. Они всегда, каждый год нам отправляют небольшие гостинцы такие, вот, с Англии, с Великобритании. И этот год тоже они вот решили и выслали этот гостинец. А я с удовольствием хочу поделиться с вами, что же в этой посылке, и показать вам, поделиться этими гостинцами. Гостинцы получать всегда приятно. Вот. Небольшое такое сегодня будет общение с вами на тему почты и все такое. Небольшой осадок, конечно, остался осадок такой от сервиса Почты России. Вообще ужасная доставка посылки. Не говоря, что она и так долго шла, очень долго шла, где-то, наверное, месяц или полтора, наверное, месяц шла вот эта посылка. Ну, это не суть важно, что она долго шла. Ну, времена такие. Но вот то, что она в очень плохом состоянии пришла, это, конечно, немножко уже как бы осадок такой остался нехороший. Вот. Посылка еще не открытая. Я, конечно, это все открыть посылку эту с моими корявыми руками не могу. Я пригласил Алексея, за почту тоже Алексей сходил на почту и взял это, получил за меня эту посылку. Короче говоря, история была такая. Приехала посылка уже в субботу прошлой недели. Послал, я говорю, дядя Ваня, сходи, пожалуйста, на почте нету пандуса, порог там высокий, ну вообще никак мне не заехать, даже при всем моем желании. Я говорю, дядя Ваня, сходи, пожалуйста, возьми мой паспорт и съезди, получи эту посылку. Короче говоря, поехал дядя Ваня за посылкой, а ему предложили открыть, говорит, на месте эту посылку, и так, говорит, выдадим, ну, в другой пакет, что ли, переложим. Я говорю, вы что, с ума сошли, что ли? Дядя Ваня у меня спрашивает по телефону, говорит, откроем посылку, говорит, предлагает открыть посылку. Я говорю, сейчас. Я вообще не хочу, чтобы там посылку, я не хочу, я просто из принципа не хочу, чтобы посылку у меня открывали на почте. Вот. Они потом и не удали, сказали, посылка не принята, и давайте приходите на следующий день. Вот. Ну, у нас почта работает не каждый день, но следующий приемный день. И вот пришел приемный день, и уже дяди Вани нету, дядя Ваня отвез Машу в город, а Алексей помог, сходил, посылку дали, но в каком она положении, как сказать, состоянии этот почтовый ящик, посылка такая. Мы сейчас вам все покажем, все расскажем, что внутри. И, как говорится, я сам не знаю, что внутри. Все будем показывать. Вот так. Ну, начну, что посылка для меня. Вот тут, видите, написано Сергей Михайлов, Нившера, дом 532. Мой адрес. То, что с Великобритании, там, вон, видите, там корона. И написано Британия. Такая коробочка. Сейчас мне Алексей поможет, покрутит эту посылку, и вы увидите там, что и как там творится.
Здесь нормально. Здесь уже, вот здесь уже открывали, видите, скотчем все залеплено. Резали, открывали, залеплено. Дальше все мятая. И вот самое главное, вот, Леша, покажи, пожалуйста. Смотрите, какую посылку я получил. Во. Вот такая работа Почта России. Мне бы претензию написать. Ну, нивширские говорят, что уже такая посылка, для справедливости ради, я скажу, что нивширские почтальоны сказали, что посылка, говорит, такая уже и пришла. Вот. Я, конечно, своим верю, своим односельчанам, но вот чисто неприятно это видеть от Почты России, такую работу. Вообще ужасная. Ужасно это. Тут может полпосылки, я не знаю, сейчас вот отправитель будет смотреть, и все ли есть на месте или нет. Вот затянулся я с этой распаковкой, сейчас будем начинать. Ну что, начнем, друзья. Показали там вот, давай открывай ее. Леша, открывай дальше. Почту России немножко выговор дали, а сейчас, ну там практически открывать-то уже не надо, все открыто, да? Да. Все открыто. Алексей сейчас поможет. У нас сегодня такая день гостинцы. Может, что-то уже и не хватает. Может, Я помню, с Германии посылка в один год приходила. И 2 пары носков и 2 шоколадки не хватало. Взяли. А сейчас, не знаю, сейчас посмотрим. Ну, короче, потихоньку выкладывай. Показывай и выкладывай, что у нас. Так, прямо вытаскивай из пакетика. Не, показывай потихоньку все. Так, первая вещь у нас. сувенир. Посмотрим, что за сувенир. Ножок, сразу же. Спешить сегодня не будем. Потихоньку. Что у нас? Так. Открывай сувенир, тоже посмотрим. Много тысяч километров прошла посылочка, и с удовольствием покажем. Это такой сувенирчик, красивенький. Вот такой сувенирчик. Это Иисус Христос, Дева Мария и этот ангел-хранитель, да? Да. Вот такой красивый сувенирчик такой. Вот, так. Сюда пока отложи. Потом дальше. Что у нас там? Чай. Прямо доставай с пакета. Чай. Ну уже тоже. Чай, английский чай славится. Я вот вижу там лимон, да? Лимон, да. Лимон. Да. Ну, вертикальный с лимоном чай. Грин с лимоном. Так, вот сюда, вот так, да. Потом это. Ну-ка, доставай, потом посмотрим. Сразу начали смотреть, Алексей, посмотрим. Ну да. Наши нету сегодня вдвоем. Осторожненько там пакет потом обратно. Так. Полотенце уже. Ну да. Да, полотенце. Кухонные полотенца, да. Да, кухонные полотенца. Кухонные полотенца, такой наборчик. Ну, обратно в пакет засунь и тоже с краю положи. Ну, даже можешь и в пакет. Тоже сюда положи. Дальше что? Гостинцы, я смотрю, там еще есть. Какая большая коробочка. Это, вот я не знаю, это что. Конфет. Конфеты? По-любому. Ну, откроем, давай посмотрим. Откроем, посмотрим. Для чего мы этот сыр-бор? Печенушку, наверное, скорее всего. Может быть, да. Печенушку. Ну-ка, открывай, посмотрим, давай. Печенушки. Вот такая коробка.
И тоже там запечатано. Сейчас сразу откроем, посмотрим. Сейчас ты неправильно... Все, да. Да, печенюшки. Печенюшки. Вот такие печенюшки. Так. Следующий гостинец. Так. Опять чай. Это чай. Тоже. Ну это положи, это сюда сразу. Уже тоже чай вот такой. Тебе лично не буду показывать. Сейчас я почитаю потом. Ну и тоже полотенце вроде как бы. Да, полотенце вроде. А, клеенка. А, скатерть. Скатерть, Это да. скатерть на стол. Да, Скатерть, да, да. да. Это уже Маша приедет, она уже это хозяйка. Мы тут с этими делами. Ну все, вроде все, да. Ну и все, да. Все. Вот такие гостинцы, друзья, у нас. Приехали, чай, печенюшки, сувенир с Рождеством, скатерть и вафельные полотенца на кухню. И открытка такая. Тут написано в открытке: дорогие Сергей и Мария, с Рождеством вас и с Новым годом. Ну, с наступающим, конечно. Вот. Вот такие гостинцы. Ну вот, друзья, показали мы наши гостинцы. Гостинцы очень классные. Все нам понравилось очень. Вот. Сейчас уже будем потом с печенюшками попробовать пить чай и угощаться. Чай, конечно, будем заваривать, уже попробуем тоже с лимоном это все. Ну, а Маша приедет, и она будет, как, все-таки же это женское дело, там полотенце, вот эту скатерть, она сама будет уже смотреть. Сувенирчик очень красивый, как раз приближается и Рождество. Да, сначала католическое Рождество 25-го, а потом уже и наше, уже после Нового года. И хотим сказать большое спасибо нашим друзьям канала. Они просили имен не называть, и я просто скажу: добрые люди. Добрые люди, большое-большое вам спасибо за всегда. Приятно получать от вас такие гостинцы. И от Маши скажу, хотя она сегодня отсутствует, и от себя лично тоже приношу благодарность вам. Это супружеская пара, женщина моя землячка с республики Коми. Но они переехали по воле судьбы, сейчас живут в Англии. Это уже с советских времен они переехали. И получается, что все равно они смотрят наш канал, им нравится наш, как не нравится, не может нравиться родина своя. Конечно же, смотрят, скучают и вот делятся гостинцами. Большое-большое вам спасибо еще раз. Ну, сегодня вот такая посылочная тема, и хочу еще немножко затронуть такой момент. Посылки получать всегда приятно. Вот помните, даже письма в советские времена, помните, не было же интернета, ничего не было, да? Ничего не было, и жили же как-то. И когда приходило письмо, знаете, такое ощущение, вот я не могу это, вот читаешь это письмо, да, от своих родных. Например, сестра моя жила в городе, да, и редко была возможность приехать, потому что бездорожье и все такое в деревне. Это ведь час сел и 2,5 часа уже в городе. А тогда это целый день только в одну сторону добрались. И вот приходит письмо, мама читает это письмо, все слушаем, например, я вот эти помню моменты, слушаю с удовольствием, с интересом, что в душе творится. Я вот не могу, но вы меня сейчас поняли, вы это тоже проходили. Посылку тоже, получаешь посылку, например, я не знаю, я маленький еще был, вот получили, помнится, вот это в памяти отложилось, получили посылку с юга от наших знакомых, они прислали яблоки, там, мандаринчики, все завернутое, каждое яблоко завернутое в газетку, или оторвали листочки от журнала и тоже завернули. Мед, помнится, облепиховое масло, это очень дефицитное в это советское времена было это масло. И открываешь эту посылку, и такой радостный. Да, любую посылку очень было приятно получать. Что со сгущенкой,
что с Республикой Коми тоже там. Помните эти посылки еще, деревянные ящички из ДВП, шпильками это самое прибито, сургучевая печать стоит. Знаете, как классно это все получать. Это вот с детства это отложилось в памяти, что посылку, письма получать. А сейчас все интернет. И вот эти небольшие такие посылочки, и то такая воспоминание, ностальгия нахлынивает. Еще даже вот в то время же все время по почте доставали, не было же такого интернет-магазина, еще таких не было, ничего такого. Даже и не знали, что это такое будет вообще, даже в фантастических предположениях не могли это знать. И вот, например, батя там закажет запчасти через почту, да, по адресу, придет посылочка, ну, вроде как железяки, и все равно приятно смотришь там эти все, что пришло, какие запчасти, там, подшипники, чай, еще что-то. Ну, пацанам это было интересно нам. А мама, она работала учительницей, и раньше же все тоже закупала методички там, книжки всякие детям, все выписывала тоже через почту. И приходили эти книжки разноцветные, такие интересные. В наших книжных магазинах их не было, а тут такие интересные. Можно там почитать, посмотреть, полистать. Все яркое, все красивое. И тоже это все, тоже еще, вот у меня в памяти это все отложилось. Получение посылки. Какая-то радостное было событие. И не было такого. Ни разу не помню, чтобы вот так раздербанили, как вот эту посылку. Такого момента нигде никогда не было. Почта была, я не знаю, почта и сельсовет раньше наравне были как бы по главенству, да. Если почта сказала, то это правда. Если там деньги, то это точно ты получишь. Если посылка приходит, там что отправили, то и пришла. Нигде не раздербанили. А сейчас же вот я вам показал, что там творится. Вот. Небольшой осадочек все равно остался. Вот. Ну что, друзья, наболтался. Я меньше посылку, конечно, распаковывали и показали, чем я вот болтаю. Но у меня такое дело. Я люблю болтать, друзья. Как вы заметили, я могу, как говорю, я могу и час болтать, и 2 часа болтать. Но не буду уже вас утомлять. Пока, видишь, у нас готовок нету, Маша все время еще пока занята, занимается внуком. Она нянчит внука, друзья. Наша Настя после операции, ну, как бы достаточно уже времени прошло, но еще тяжелое нельзя поднимать. Вот небольшую такую завесу открою, куда ездит Маша. Она 3 дня нянчит внука, 3 дня приезжает, работает. 3 дня нянчит внука, 3 дня работает. Вот такие у нас пока проблемы. Поэтому новых как таковых съемок пока затруднены у нас съемками. Ну, вот так. Или я поболтаю, или из архива вам видео все равно делаю и выкладываю. Вот так. Спасибо еще раз за гостинцы. Большое-большое спасибо. В далекую Англию. Вот из Республики Коми. Заканчиваю. Говорю всем пока. Всем до свидания. До новых рассветов. И пускай они будут всегда добрыми. Встречайте рассветы. Пускай каждый рассвет вам приносит только добрые вести. Всем пока.